Ожидают ли Абхазию проблемы с энергоснабжением? По поручению главы государства Бадры Гунбе с 1 августа республика покупает электроэнергию у России в ночное время суток, чтобы сэкономить ресурсы и обеспечить население электроэнергией зимой. Ежесуточно с 11 вечера до 7 часов утра Абхазия будет получать свет из России. Президент Бадыр Зурабович провел несколько совещаний. Коллегиально было принято такое решение. И мы вышли сегодня на этот переток. Значит, договор напрямую заключен Черноморэнерго с компанией Интеррао. Это основной поставщик за пределы России, в Российской Федерации, это Интеррао. И по прямым договорам они осуществляют сегодня поставку этой электроэнергии. Общая стоимость запланированного перетока до конца этого года составляет порядка 650 миллионов рублей. Финансирование будет исключительно из средств Черноморэнерго. Переток осуществляется на коммерческой основе и будет питать основную часть Абхазии. Тем самым проблемы с энергоснабжением будут решены вплоть до конца этого года. Абхазия платит примерно 3 рубля за 1 киловатт в час. Мы начали осуществлять переток в августе и до конца года будет осуществляться для того, чтобы сохранить уровень воды на плотине Ингур-ГЭС. Для того, чтобы зимой более или менее в таком более нормальном режиме мы смогли пройти эту зиму. Черноморэнерго ежедневно мониторит ситуацию на всех подстанциях страны. За последнюю неделю из-за жары нагрузка на электросети заметно выросла. Именно по этой причине произошла авария на линии 220 киловольта Чамчира-Ибзиб, когда часть Абхазии осталась без света. Сотрудники Черноморэнерго стараются оперативно решать такие проблемы. Поднялось потребление до 6,5 миллионов киловатт-часов в сутки. При нормальных температурах это было около 5-5,5. Значит, ровно на 1,5 миллиона сегодня потребление в республике у нас поднялось, что, естественно, также отразилось и на нагрузках в наших сетях. По поручению президента в высокогорном селе Псху начинаются восстановительные работы собственного ГЭСа. Также местные жители просили закрепить за селом штатного специалиста от Черноморэнерго для своевременного реагирования на возникающие проблемы. Уже оформлены 2 жителей, которые внесены в штатное расписание. Там, естественно, все в очень таком ветхом состоянии. Сейчас УКС готовит дефектовку, определяют объем работы по восстановлению ГЭСа. Там одна машина, генератор работает, другой разобранный, на ремонте находится. Сети тоже в очень плохом состоянии, сам водозабор в плохом состоянии, водовод надо ремонтировать. Мы со своей стороны тоже готовим по строительной части на сегодняшний день объем материалов и необходимый для начала этих работ. Планируем уже на следующей неделе начать поставку туда, поднять туда, доставить материалы и строительную бригаду, чтобы она приступила к восстановлению по строительной части. Что касается электрической части, генераторной части, то там, конечно, работы посерьезнее. Это восстановление или старого генератора, или приобретение нового. Тимур Джинджоли также прокомментировал ситуацию с передачей сетей Махадыр-ГЭС на баланс Черноморэнерго. Процесс прием-передачи начали уже, мы выезжали тоже туда, знакомились с сетями, с положением. Сети, конечно, там тоже в очень ветхом аварийном состоянии. Вообще, это было хозяйство муниципальное, городское, гагринское. На сегодняшний день оно находится в ведении Гагры. Нам передали не саму ГЭС, нам передали сети. Сети и непосредственно абонентов, которые запитаны от этих сетей. В любом случае, они были запитаны сегодня тоже запитаны с 2 подстанций. Это Холодная речка, ПС-110, Сандрепстяг. Процент собираемости платежей за электроэнергию все еще не на достаточном уровне. В прошлом году только 45% абонентов оплатили счета. Черноморэнерго продолжает активную работу по выявлению незаконных подключений к электросетям. Согласно наблюдениям, число выявляемых майнинг-фирм и отдельно функционирующих аппаратов стало меньше. Налачхинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.